Короче, я с Шолпан поговорил. И, оказывается, я тебе тогда дал неправильный адрес. Так это не моя дочь? Нет. Что я теперь этой девушке скажу, блин? Кто это? Это я. А, пап! Вы? Ну, не совсем пап. Можно я зайду? Ну, короче, такое дело. Карина, в общем, мне позвонили, сказали, что у меня есть внебрачная дочь, и дали твой адрес. Но когда я ушел от тебя, мне позвонили и сказали, что это не тот адрес. Я, оказывается, ошибся. Получается, вы не мой папа? Ну, к сожалению, нет. А ты когда последний раз видела своего папу? Папу примерно год назад. Год назад? Да, год назад. Ну, то с чего ты взяла, что я твой папа? Ну, во-первых, я подумала, что папа настолько изменился за этот год. Ну, просто он бухал. А во-вторых, вы так искренне говорили: дочь, козам, вы еще мои кредиты закрыли. Я решила, что вы очень хорошо подходите на роль моего отца. И вообще не стала препятствовать. Ну, оказалось, ты не моя дочка. Получается, я должна буду вернуть вам ваши 150 тысяч? Да нет, пусть у тебя останется. Я сам виноват просто. Ладно, я тогда пойду. Ага. Если вы свою дочь не найдете, то можете меня, пожалуйста, удочерить? Хотя бы на полгода. Просто пока кредиты не закрою. Ну, ладно, если не найду, то обязательно зайду, удочерю. Но ты лучше найди своего отца. Может, он тоже скучает. Ладно, просто Чё? он пьет. Хорошо, ладно. А ты зачем брала кредит? На новый айфон? Айфон? Да. Зачем тебе айфон? Не знаю, все покупали, и я тоже взяла. Ладно, Собол. Собол. Айфон. Понимаете, люди вот на хлеб не могут денег найти. А тут айфон. 24, 25, 26, 27. Вот теперь типа простил. Типа? Да, рот свой закрой. Че, возмущаться будешь, что ли? Извините. Сейчас к Полику пойдешь. Понял. Понял? Понял. Давай. Этого зови, Дейла. Ага. Раз, два, три. Простите, шеф. Заткнись. Ладно, потом продолжим. Мысль убежал. Что я хотел? Все, со мной остаешься. Я с вами? Конечно. Все, понял. Вот этот магазин? Да. Сколько они платили вашему шефу? В месяц 150. Нехило. Как вашего шефа звали? Арсен. Фу, как вспомню его имя, прям тошнит. Вот медет базар нет имя. Хош, айналайын, болды уже. Давайте вы здесь стойте, мы с Еделем сходим. Кушать, пить что-нибудь хотите? Можно поедем? Ну, сходите в магазин. Базар. Все, пошли. Без номеров, да, Камри? Да, не, показалось, кажется. Ничего не показалось. Не, показалось, Рот точно. закрой, Аса. Камри, прими вправо. Господин капитан, я их знаю, серьезные люди. Да может, мне пофиг. Просто крыша... Камри, прими вправо, я говорю. Крыша тяжелая, просто знаю я их. Шеф, может, я сам там? Аузынды жаб. Капитан Умаров, разрешите ваши документы?
Причина какая, Станов? У тебя номеров нет? Сейчас я по базе пробью, если. Я уверен, тебе и страховки нет, и штрафы выйдут. Поэтому можно ваши документы? Да это же не причина остановки, брат. Давай сейчас быстренько один звонок сделаю. Что сделаешь? Давай сейчас быстренько один звонок сделаю. С тобой люди поговорят, потом ты меня отпустишь, хорошо? А, даже так, что ли? Да, ну да. давай, звони. Капитан Омаров скажи. Как? Омаров, капитан, скажи. Блядь, че он трубку не берет, а? Сейчас. Что, не берет трубку? Сейчас возьмет он трубку, не переживай. Я не переживаю, это ты не должен переживать. Давай, когда возьмет, тогда и поговорим, да? А пока я тебя быстро оформлю, можно документы свои? Есть документ? Нет документов? Эй, Да, господин капитан. на, оформи его по полной. Давай, я тебя жду в машине. Лейтенант, не орла. Ты что трубку не берешь? Да, выходим. Я тебе звоню, ты что трубку не берешь? А ты ему звонишь, что ли? Я не знаю его, шеф. Не знаешь? Ты его знаешь? В смысле не знаешь? Мы с тобой братья родные. Ты что, Ерла? Да, Как? ну нафиг. Как братья? Названы мы, В смысле братишка. названы, Ерла? Кумассаж, ты чё? В общем, ситуация следующая. Давно хотели тебе сказать, мы тебя когда-то усыновили. Чего, Куман? Ты чё, Ерла? Ничего, что я раньше тебя родился? Не. Если айтқан сөздерің қайда, братан, можешь смело, без номеров в городе ездить, тебя никто не тронет. Это я вообще-то не тебе говорил, я маме говорил. В А смысле, мама маме? это святое. Так, сами знаете. все, рот закрыли оба. Это очень интересная ситуация прям. То есть ты его родной братишка, правильно? Братан я его А родной. ты его еще и братан. А, братан, который звонит братишке, и братишка педали, да? Прям интересно. Бразильский сериал вот а? Че, давай тогда оформим по полной, братана, Подожди, в смысле оформим? Да, братан, договоримся? а? Ты еще и договориться со мной хочешь, что ли? Ну, давай договоримся. Да, ну, как хочешь со мной договориться? Ну, давай, я не знаю, ну, Десятка нормально? десятка? Да что такой, братан, жадный? Давай тридцатку Дело. хотя бы, а? Тридцатка? Тридцатка. Ну давай, тридцатка. Все, договорились? Все, 30 суток. А? 30 В суток. смысле 30 суток, братан? Я думал, 30 тысяч тенге. 30 тысяч тенге, вот, братишки давай. Это он коррупционер, я не такой, понял? Либо 30 Нет. суток, заткнись. Либо протокол, выбирай. Че, никак вообще? Последний раз спрашиваю, 30 суток или протокол? Протокол тогда? Ну, видишь, братан, серьезно-то. По полной оформишь, как положено. Страховки стопудово нет, ничего нет, раз такой братишка у него боевой. Потом с тобой отдельно поговорим, понял? Понял. Ну давай, дружите, не отказывайтесь от друг друга. Вы что, вы же родные братья. Вперед. Братан, ренжимеш, пожалуйста. Да, Ерла, чертсын сен, бар ғой. Ну, чертсын сен, Ерла, конкретно. Айтқан сөзіне тұрмайсың. Фамилияң не? Саған еще фамилияны айту керек пе, но? Офигеть, смотри, 100 грамм, если столько стоит, килограмм. Нифига у тебя цены. Тебя как зовут? Аскар. Очень приятно. Жалобы, проблемы какие-нибудь есть, Аскар? Да вроде нет. А если начнутся? Не понял. Ну, ты же рыбу продаешь, еще такую дорогую. Ну, человек может прийти, пожаловаться, что у него такая рыба дорогая. Потом ты ее будешь выбрасывать в мусор, он вонять будет. Там не только соседи, весь город начнет звонить мне. Вот, разберитесь, воняет, туда-сюда. С ними со всеми работать же надо. Все, я вас понял. Вы тоже, как предыдущий участковый, хотите, чтобы я отмечался? Во-первых, ты не ори. Во-вторых, не отмечался, а помогал. Сотрудничество. У нас сотрудничество. Ты мне, я тебе. Но с этими людьми же тоже нелегко решать. Это же каждому надо объяснять, что ты налогоплательщик, предприниматель, что тебе помогать надо. Это же нелегко все.
отмечался. Тем более, бывшему участковому ты сколько отдавал? Ну, по чесноку. 150. А мне и 100 хватит. Видишь, какую скидку я тебе делаю? Ты своим покупателям такие скидки делаешь? Вряд ли. Минут 10 подождите. Сейчас братишка скоро приедет. Вся касса у него. Минут 10 есть у нас? Все, подождем, без проблем. Мы не будем, да, патрулировать, оформлять кого-то? Да, мы будем отдыхать. Пусть он, Серик, там работает. Я бы оформил, но знаешь, Талга, по-другому кого-нибудь оформил бы. Какую-нибудь красотку оформил бы, жесть. Кстати, ты же местный. Ну да. Ты по-любому знаешь здесь каких-нибудь баб, так, знаешь, такие со статусом бабы, чтобы были. Чтобы с бабками у них проблем не было. Ондай қыздар бар ма? Так. Мына қалада практически бәрін танимын мен. А сколько лет должно быть? Ну, от 25 и там, не принципиально мне там, давай, 70. 70? Не, ну так 70, я просто утрированно сказал, что ты напрягаешься, а? Не обязательно 70, там можно и 69, там 68. Главное, чтобы у них родственные связи такие мощные были, знаешь, чтобы как-то повлияло на мою карьеру, жесть. Ага. Угу. Блин, так сразу не вспомнишь. Все, Катя есть же одна. Короче, один раз мы оформляли. Правда, она родственница прокурора. О, неплохо. Да. Ну, потом позвонили, короче, сказали за нее. Прокуратура. Сонымен звондатта кетіп қалды. А так вообще красивая она внешне? Родственница прокурора деймін. Ну, в принципе, не принципиально мне. Там я тоже там не красавчик же. Барма, телефон? Так, телефон. Мен болу керек. Ага. Давай номер. Ага. Еще будете звонить, сразу записывайтесь. Она нумерология. Она там нумерологией занимается. Расклады всем дает какие-то. Да. Шеф, разрешите? Да, что там? Шеф, вы пробили номер вашей дочери. Так. Ее зовут Сабитова Айдана. Адрес пробили? Так точно. 100% точно она? Так точно. Ну, скинешь тогда номер на WhatsApp? Есть. Все, свободен. Есть. А? Братан, чики-пуки, вот так надо работать, Че, шеф, все нормально, да? Да, решили все. Дұрыс болған екен, а то я думал, он опять вонять будет. В смысле вонять? Бұл алдындағы біздің шефке Заева жазып жүрген ғой, продавец. Потом антикор, спецназ, камерамен кеп, его здесь задержали, чуть не посадили. Ты что, больной, что ли? Ты что, не мог это сразу сказать? Вы же не спрашивали? Эй, догадаться тебе нельзя было, даже еле догадался бы. Я? Конечно. Это же капец, допуск, косяк. Тупица. Братан, о чем надо было догадаться? Я сам не понял, просто я здесь. Блин, Баха, неге сразу айтпайсың? Если с шефом что-то случится, как я это переживу? Эй, қойшы. Брат? Опять? Сразу говорю, басқа ақша жоқ менде. Нет. Я наоборот, я пришел вернуть тебе эти деньги. Я, короче, в соседний магазин зашел, увидел их цены. У тебя, оказывается, адекватные цены, брат. Я просто, новенький же. Не знал, какие цены здесь. Просто пожалел тебя. Пожалели? Ну да. Я тебе по секрету скажу. Сейчас идет отработка. Выявляют те, кто взятки предлагают сотрудникам и так далее. Я бы мог тебя слить, написать, позвать, все записано, камера. Ну зачем? Так только терпилы делают. Конченые люди так только делают. Вообще ниже плинтуса эти люди. Я так понимаю, ты же в курсе, да? Что я предыдущего участкового антикора сдал. Да при чем тут это? Ты че? Я в целом тебе говорю. В целом. Просто
убедился, что ты нормальный бизнесмен. Не хочу портить отношения, честно. Так что вот твои деньги возвращаю. Все четко, все как ты мне дал. Если какие-то проблемы будут, кто-то будет душить, приходить, напрягать тебя и так далее, сразу мне звони. Хорошо? За тебя горой. Понял? Да. Ой, е-мое, эти праворуки задолбали. Добрый день, капитан Умаров, разрешите ваш документ? Сейчас забыл, братан. Да? Да. Ну, выходи с машины тогда. Вы, кажется, новенький, да? Ну и чё? Просто в этом городе меня никто не останавливает. А, серьезно, что ли? Да, просто у вас друг мой работает, одноклассник. Чё, начальник ДВД или министр МВД? Нет, Да? А кто он? сотрудник просто. Обычный? Да. Вот, примерно, вот как вот такой? Он? Верно это? Ты что ли? Қалайсың, брат? Бинго! Да ё-моё, Эрик. Қалайсың? Да, это вот мой друг родной. Да? Реально, Вместе выросли. реально одноклассник. Одноклассник. Вместе выросли, с 1 класса вместе, шеф. Может, вас еще в один день обрезание делать? Нет? Одноклассник. За то, что отвечаете, тоже вместе, правильно? Да, вместе. Ну что, да штрафты екі кішкене бір-біріне ақша қосып төлейсіңдер енді, что делать? Штраф дегенде, брат, вы что, хотите меня оформить, что ли? Нет, шеф, исключение давайте сделаем. Реально, одноклассник мой, близкий мой. Не, если у тебя одноклассник был бы, ну, я не знаю, инвалид, например, да, я бы, наверное, его простил. Ну, нормальный, здоровый мужик, ну как я его не оформлю? Нет, я тебе сразу говорю, я оформлять не буду. Вот он будет оформлять. Вот после этого он же будет гнидой конченой, правильно? Да. Вот это мне и надо. Вот это мне и надо. Я хочу, шеф, чтобы ты был как? гнидой конченой. Аузында жапта оформляй. Вот с ним конкретно в один день обрезание сделали нам. Классно же, в один день обрезания, в один день оформишь его. Жан, что происходит? Что происходит? Сейчас ваш муж будет оформлять вас. Слушай, даже сексуально как-то звучит. Сейчас вас муж оформит. Как я оформлю своего родного отца, шеф? И чё? Он в круговую тонирован. Перед законом все равны. Ты же знаешь меня. Давай оформляй. Шеф, ладно, родного отца. Маме давайте исключение сделаем. Ну, мама же святое. Не, мама святая, согласен. Но почему нарушает закон мама? Шеф. Зачем тонировка твоей маме? В круговую тем более. Вот, отец, зачем нарушаете закон? Для чего вам тонировка? Скажите вы. Да я вообще не собиралась тонировать эту машину. Да сынок сказал, мама, я в полиции работаю. Ничего, не бойся. Пожалуйста. Нет, ну, В принципе, у тебя родители нормальные, воспитанные люди. Это все ты, оказывается. Понял? Вот поэтому сам оформишь, и потом сам своей маме глаза смотришь. все, понял. Давай, оформляй. Мам, ну простите, пожалуйста. Здравствуйте. Вам кого? Ух ты, какая ты уже взрослая. Простите, мы знакомы? К сожалению, нет. Но я пришел исправить это. В смысле, а вы кто? Я твой отец. А вы что делаете? А? Я хотел, чтобы вы мне на ладони мои погадали. Нет, это же нумерология. А, да? Какую часть тела вам показать? Нет, это вообще связано с цифрами. Вот, допустим, раз ваша цифра 122. О, ничего себе. Откуда вы узнали, сколько я вешу? Нет, это не вес, это цифра вашей судьбы. Да? И что там, что значит? А на моей практике нумерологии, на самом деле, такая цифра вышла впервые. Видно, что вы прошли достаточно такой довольно сложный жизненный путь. Ой, сложный у меня вообще путь был сложный. А это про будущее что-нибудь говорится? Да, кстати, про будущее. Ваша матрица показывает, что ваши цифры пойдут вверх, и вы станете довольно-таки счастливым человеком. О,
мне кажется, вот с сегодняшнего дня я уже чуть-чуть счастливый. Вот рядом, тем более с вами, Айнура. А может быть, повысим градус нашей встречи? Я так думаю, текилочки, водочки? Нет, спасибо, я не пью. Просто я пью, когда вот на свидании, и когда я пью, мне все девушки кажутся красивыми такими. А вы внешне, на самом деле, вживую тоже красивые, и поэтому я чувствую, я завяжу вообще с алкоголем. Да? Извините, я отвечу, хорошо? Конечно, конечно. Алло? Да, мы внутри. А, я тебя вижу, ага, проходи. Ага, давай. О, подружка пригласили, да? Ну, я думаю, тогда шампанское вообще в тему. Ассаламу алейкум. Олджас. Ва алейкум ассалам, Еркин. Очень приятно, очень. Привет. Я не помешал? Нет, нет, нет. Как вы нам, тем более мне, человек с прокуратуры, может помешать? Ужас, вы не против Иркин с нами посидит? Конечно, не против. Тем более вы, наверное, родственники, да? Да? Вы ее брат? Нет, я ее муж. Муж? Да, муж, ищак ходячий. Этот прокурор оказался мужем ее. Я тебе говорил, родственник, полугорку родственник. Ну, муж же родственник же. Ну не такой родственник, Я чуть там супружеский долг не отдал. Простите, господин капитан, виноват. Тупица ходячий. Все нормально, шеф? Да, еле отмазался, блин, из-за тебя все. Все, шеф, кеширингс больше не повторится. Первый, последний раз. Еще бы. Ну что там еще? Что-нибудь нормальное ваш бывший шеф решевал? Ну, там есть одна столовая. Где? Тут недалеко. А там такого не будет? Не, тут терпила, он же. Точно? Не, же. Заявление, антикор. Точно? Точно. Поехали-то. Бар ма тағы варианттар? Нормальный варианттар бар ма? Из девушек? Ну, из девушек, из женщин, там, из бабушек на крайняк. Главное, чтобы незамужние были, незамужние. Из бабушек. Есть одна, Татешка. Ну, правда, она дочь генерала. Вот. Да? Местный. Вот это вариант. Нормально? Нормально, дочь Так. генерала болса. Дочь генерала Онда. Она дочь генерала, Ага. еще не замужем. Вообще бинго. Да? Да, барма телефон? Телефон бар я. Ну, что-то холодно. Че, как дела? Жена сказала, что полгода секса не будет. Раз. Отец обиделся. Мама мои вкусные, самые лучшие манты готовить не будет. Одноклассники удалили из группы одноклассников. Кудалар вообще в шоке. Короче, жопа. Полная большая жопа. Ну, классно же. Прям в кайф. Я этого и добивался же. Сравнится? Тоже родственница? Шеф, нет, это моя первая классная руководительница. Ладно, руководительница, это моя крестная мама. Ладно, это крестная мама моих детей. Если я сейчас ее оформлю, меня не то что одноклассники, меня мои дети не поймут, шеф. Зато я тебя пойму. Если честно, пап, я уже потеряла надежду, что найду вас. А тут вы сами пришли. Еще и помогли кредит закрыть. Ну, знаешь, дочь, мне уже не привыкать кредит детей закрывать. Спасибо, папа. Кстати, я же до сих пор храню нашу детскую фотографию. Серьезно? Угу. Сейчас покажу. Кстати, я эту фотку еще в рамку положила. Сейчас. Вот. Это вы, это я и мама. Вы тут, конечно, молодой и ростиком пониже. Да. Интересно. Получается, не могу вспомнить, когда это мы успели фоткаться. Просто я тебя с рождения не видел же. Разве? А кто тогда на фотографии? Это не я! Не я был на фотографии! Я опять кредиты и закрыл! И все это из-за тебя! Столько денег потерял, а на отца! Ахал, кешірші, брат. Ошибся, ну с кем не бывает. Дал тебе не тот номер. Че теперь из-за этого обижаться, что ли?
Я на тебя не обижаюсь, Если еще раз допустишь такую ошибку, я тебя закрою нахрен. Дай ее настоящий номер. Сейчас. Вот. Зовут Малика. Скинул. Пришла? А теперь пошел вон из моего кабинета. Еще обижаешься, что не общаюсь с тобой, дед. Ну как с тобой общаться? Я за один день потратил столько денег и столько нервов, чем на жену за 30 лет. Кеширши, брат. И парчи. Хорошо. Кстати, я восстановлю улетай на пару дней. Если что, имей в виду. Не теряй. И лучше бы ты потерялся бы, Барси! Алло, Малика? Да, я вас слушаю. Да, с управлением полиции вас беспокоит. Начальник УП Ахлбек Оралгазин. Да, шеф, я вас слушаю. Почему шеф? Господин полковник, так я же в штате работаю. Да? Ну-ка, зайди ко мне. Шеф, я сейчас на выезде. Ну все тогда, как приедешь, зайди ко мне. Угу. Так точно. Все. Как так? Она еще здесь работает. Ну что, посмотрели серию? Чувствую, с местными полицейскими будут интересные истории. А вы можете уже посмотреть эти серии. Просто переходи по ссылке. Не благодарите. Ты кого оформил? Отца. Не отец, а тебе больше. Гнида. Ты кого оформил? Дедушку. А так, вот здесь распишитесь. Мы толпой здесь стоим, толпой их загасим, мы братья, мы... Ты больной? Больной ты или что? Больной болғанда екі грыжам бар, а так нормально. И бриграмм не нужен. Бургер, вот у него есть бургерам, у тебя нету. Вот наш шеф. Кабель же есть. Обещаю, больше такое не повторится. Точно? В смысле? города и в какие страны. Снова меня приведет на сердце рана. Я бегу за тобой, мой малыш. Ты там где-то одна и не спишь. Я забуду про боль и свою усталость. Я надеюсь, ты ждешь хотя бы малость. Ведь однажды твое сердце уже сломалось. Знаешь, по моей вине ты больше не смеялась. Өзіңді алдамайм, сенсіз ішімде уайым. Бұл зынданнан қашып сені іздеймін. Сколько еще бежать? Мне тяжело дышать. Я ищу тебя по всей планете. Өзімді алдамайм, сенсіз ішімде уайым. Бұл зынданнан қашып сені іздеймін.